В школе номер 8 торжественная линейка, приуроченная ко Дню знаний, сегодня проводилась уже в 45-й раз. С раннего утра в сторону учебного заведения потянулась вереница школьников с пышными белыми бантами на голове, красивыми букетами в руках и портфелями за спиной. Самых юных учеников, переступающих школьный порог в первый раз, сопровождали в этот волнительный и трепетный момент их близкие – мамы, папы, бабушки и дедушки. Новый учебный год школа встречает с новым руководителем. В этом году пост директора образовательного учреждения занял кандидат педагогических наук Эльдар Рызбаев, ранее преподававший в Сибайском институте БГУ. Он поприветствовал собравшихся и пожелал учащимся успехов во всех начинаниях. Такой волнительный день и такой праздник. Хочется очень много сказать, конечно, очень много таких напутственных слов, потому что особенно наши первоклассники первый раз сядут за партами и увидят, услышат первый звонок. Это радостно. И, конечно, хочется сказать, во-первых, слова благодарности родителям за ваше доверие и признание, то, что вы отдали своих детей именно в нашу школу. Хочется благодарить родителей за помощь именно в благоустройстве нашей школы. И этот праздник, он всегда будет. И пусть этот праздник будет импульсом для наших детей в новых свершениях, новых достижениях, успехах в учебе, спорте, художественной самодеятельности, общественных делах. Все у них будет хорошо. Приступить к занятиям в новом учебном году готовится 537 учеников. 81 из них переступает школьный порог впервые. В этот ответственный и волнительный момент пожелать успехов и поддержать ребят пришли ветераны образования и почетные гости из администрации города. Вы знаете, этот праздник, наверное, с удовольствием ждут все, и взрослые, и дети. И независимо от того, где мы ни находились, где бы мы ни находились, садик, школа, колледж или институт, нас всех объединяет одно. Мы все хотим с вами получить знания. Я хочу в первую очередь поздравить наших прекрасных первоклассников, которые впервые у нас переступают порог школы. В этом году у нас более 1000 ребятишек сядут за школьные парты. Я хочу пожелать удачи всем тем ребятам, которые в среднем блоке у нас уже обучаются и идут по тропе зданий. И хочу пожелать особых успехов нашим выпускникам, потому что впереди у них в учебном процессе сдача единого государственного экзамена. Они должны у нас удачно его сдать и уже определиться с той профессией, какую они себе выбрали. Заглянули на школьный праздник и сказочные персонажи. Королева знаний вместе с ребятами помогли мультипликационному герою Лунтику собрать портфель в школу. В набор обязательных принадлежностей, помимо учебников, тетрадей и ручек, вошли старания, хорошее настроение и любознательность. Первоклассники произнесли торжественное обещание учиться только на отлично, после чего прозвенел традиционный первый звонок. Пусть весело станет на школьном дворе, звени же звонок в добрый путь, в добрый час. Закончилась официальная торжественная часть, и все ученики проследовали в классы вслед за своими учителями. Самым маленьким из них предстояло поближе познакомиться друг с другом, чтобы стать частью большой и дружной семьи, вместе с которой они пойдут по дороге знаний. Сегодня за их первыми шагами наблюдали родители. Для них этот момент оказался не менее волнительным. Как для любой бабушки, это очень волнительный момент. Конечно, очень сильно переживаю, волнуюсь. Хочу, чтобы все было хорошо, чтобы учился хорошо. Родителям терпения, учителям терпения, конечно. 1 сентября – это день, с которого для каждого ученика начинается путь к новым знаниям. От имени коллектива телекомпании СТВ поздравляем всех школьников Сибая с началом нового учебного года. Желаем успехов в учебе, упорстве и хороших оценок. А педагогам – крепкого здоровья, терпения и примерных учеников. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.